А я смотрю, есть Пулково, Сухум, есть рейсы. Нет, скорее всего, это с пересадкой. И запускаем трансляцию. Есть. Ну, все, поехали. Ждать, наверное, всех не будем. В записи посмотрят. Евгений, как думаешь? Так, да, давай начнем. Запись, да, посмотрим. Не, я тебя отправил есть как будто бы, без пересадок. Да? Значит, немножко не досмотрели. Ну, я выделил отдельно Восточная Абхазия, потому что у каждого человека есть свое какое-то представление об Абхазии, и зачастую это связано с личным опытом большой давности, либо с личным опытом большой давности, там, знакомых, друзей, ну, кого бы то ни было. Вот, на данный момент я нахожусь сейчас в Абхазии уже длительное время, и много чего здесь поменялось, и много что, ну, в мнениях людей основывается на, ну, не совсем актуальных представлениях, о которых я чуть позже расскажу. Восточная Абхазия, она откуда, ну, вот, откуда она вообще, ну, восточная? Вот все, что за Сухумом, это считается Восточной Абхазией. Вот, почему Сухум и это место, да, стало привлекательным? Потому что, ну, ни для кого не секрет, недавно совсем, месяц назад, что ли, запустили новый аэропорт, который 30 лет не летал. Запустили железнодорожное сообщение. Сейчас обсуждают введение морского сообщения из Сочи в Сухум, ну и не отменяем автомобильный трафик. Чем отличается Восточная Абхазия от остальной Абхазии? Здесь невероятно просторно. Здесь, ну, деревня, одноэтажная деревня. Вот, табуны диких лошадей, буйволы, свиньи. Ну, попадаешь сюда, попадаешь в другой мир. Я сегодня проезжал еще раз, ну, я сегодня встречал родственников, приехали ко мне сюда отдыхать, да, и, ну, обратил по внутренним ощущениям, рассказывая про вот этот кусок этой Абхазии, да, что я примерно так же себя ощущал, когда приземлился в Индии, в Гоа. Вот, и там, несмотря на какую-то а, бедность местами, разруху, трущобы, да, а, ну, пребываешь в состоянии какого-то неподдельного кайфа и удовольствия. Вот такая у нас страна, Восточная Абхазия, где горы мандаринов, апельсинов, хурмы, инжира, и все это растет на деревьях и на деревьях садов в наших проектах. Да и люди, Вот. на самом деле, люди тоже хорошие. То есть все представляют себе Абхазию как какую-то дикую страну в плане людей. Нет, знаете, как вот у нас любой город, куда отъедь, там чуть подальше от Москвы, чуть подальше там от Казани, чуть подальше просто отъезжаешь, и тоже можно встретить, ну, вот, скажем так, скажем, вот эту деревню, да, дикость вот эту. Но деревня тоже бывает абсолютно разная, она есть добрая, есть есть как бы агрессивная. Я вот сам сколько ездил в Абхазию, я не встречал, чтобы было где-то что-то дикое, со злостью там или еще что-то. Нет, нет. Менталитет, конечно, другой немножко, но в целом люди очень хорошие, добрые, доброжелательные. Ну да, если сравнивать какие-то поездки куда-то, да, в Таиланде или на Бали, или там в той же Индии, ну, как-то понимание сильно меньше, ну, языковой барьер однозначно, да, вот, и, ну, культурный код разный. Вот культурный код Абхазии, он все равно идет немножко за нами вслед. Вот, потому что, ну, как бы Россия чуть-чуть впереди. Не сказать, что Россия прям вот преуспела в цивилизованности, прям на 10 шагов впереди. Ну, больших сильно отличий нету. Есть разные люди. Как и у нас, так и у них. Я вот на это особо, а, ну, не обращаю внимания, что вот какие-то там существенные различия есть. Ну, между чем и чем вообще современный покупатель, да, выбирает. Всем же хочется какой-то кусочек, вот здесь я живу, работаю, да,
там я буду отдыхать или туда буду ездить периодически, да. Вот, мы сравнили Алтай, Сочи, Дальний Восток, вот эта вся тема, Таиланд, Бали, Мариуполь, новые территории, Архыз и Крым. Вот, Абхазия уникальна чем? Самый длинный сезон, самое большое количество солнечных дней. Больше всего произрастает того, что мы ежедневно употребляем в пищу, и то, что создает нам настроение. Если взять Алтай и Карелия, про Алтай и про Карелию, мои знакомые, которые там жили, да, или живут, рассказывают так. Лето в Алтае или в Карелии теплое, малоснежное. Вот. Ну и плюс, на самом деле, там высокий, очень высокий уровень преступности, в 2,5 раза выше, чем в Абхазии. Об этом тоже никто особо не говорит, но почитайте сводки сами, кому интересно. Вот. Ну, сам факт пребывания, да, и сам факт возможности заработка на вот этой недвижимости, ну, он обусловлен в первую очередь все-таки количеством теплых дней в году. Море, горы, горные реки, любые развлечения, так еще с учетом самодостаточности инфраструктуры нашего комплекса, да, плюс природные вот эти все элементы, ну, вне конкуренции Сочи. Прекрасный район, хорошая инфраструктура, но огромное количество людей. Вот. И безобразные застройки. Город очень быстро вырос, ничего не было соблюдено при строительстве. Просто, по факту, город-мутант. Вот. Туда... Мне вот сейчас пребываю в Абхазии, мне, если хочется туда выехать, какую-то движуху, да, я туда выехал, что мне надо сделать, и возвращаюсь обратно вот в эту точку покоя и тишины. Вот. Ну вот, если кому-то надо в Москву, да, в Москве, сейчас там СВО рано или поздно закончится, 2 часа на самолете, 10 минут на такси, и все, и в поселке. Дальний Восток, Бали, Таиланд, 8-12-часовые перелеты, и иметь там что-то на другом конце земного шара, не знаю, такое себе тоже. Вот. Мариуполь, новые территории, жарко, будет там еще не, очень долго, на мой взгляд. Вот, потому что, партизанщина всякая, военные действия и так далее. Ну и плюс Азовское море — это большая лужа. Не знаю, я там несколько раз бывал, и всякий раз 55 метров прошел, там по колено воды и куча медуз. Ну, почем? Комары всякие. Архыз, моря нету. Хоть даже если там в перспективе будет какая-то там инфраструктура и сервис и все остальное, да, моря нету, это прям однозначно уступает. Крым, обожаю Крым, для меня это, лично место топ номер 2, вот, но сезон короче, растет не все, ну и опять же Крым на постоянном историческом горизонте, да, заглянуть назад, каждый там определенное количество лет там постоянно горячая точка. Вот такая вот эрогенная точка планеты. Вот, поэтому Абхазия и, конкуренции в Абхазии я вот не вижу. Может кто-то, конечно, возразить потом в комментариях или прямо сейчас. Так, давайте так сделаем. Я сейчас с видеозаписи не буду переключаться, ладно? Вопросы, какие возникают, вы подготовьте, и в конце я демонстрацию экрана уберу, и уже пообщаемся конкретно по вопросам. Вот, почему Абхазия? На самом деле, Абхазия, она... это последнее место вокруг Черного моря. Просто откройте карту, посмотрите, где у нас, что у нас вокруг Черного моря располагается. Крым, всякие Геленджики, Сочи, Грузия и Турция. Вот. И нету земли, которую можно взять в пользование по таким ценам. Нигде нету. Ну вот просто нету. В 5-10 раз дороже везде. Здесь формально земля не продается, но это просто слово. Грубо говоря, так назвали. Вот мы не продаем официально, да, но в постоянное бессрочное пользование, бесконечное, да, мы вам передадим, стройте, регистрируйте право собственности на нежилое здание, оформляете собственность, и земля будет вам принадлежать. Вот, поэтому, несмотря на то, что последние там 3-5 лет она бешено росла, 3-5 лет назад было прям, совсем бесплатно можно было забирать. Ну и сейчас это прям очень выгодно. Вот. И место уникальное. Ну, с учетом того, какие сейчас сюда вкладываются инвестиции. Вот. Кто здесь что строит. И, в личной беседе могу
прям конкретику дать. Вот. Регион, ну, очень перспективный. Опять же, все вот эти экотренды, тренды на деурбанизацию, да, ну, оно будет прям востребовано однозначно. Уникальный климат, здесь мягкая зима и долгий купальный сезон. Круглогодичный урожай, хурма, инжир, орехи, цитрусовые. Тут, ну, просто сады стоят, договариваешься с соседями, приходишь, забираешь, там, 3 копейки отдал, и все. Вот, и это невероятно ценно, когда ты можешь сорвать с куста, а не купить в магазине. Про инфраструктуру уже много раз сказал, повторяться не буду. Инвестиционный потенциал сумасшедший, правда. Аэропорт заработал. Снять здесь нечего. Вот просто честно, снять нечего. Все дома старые. Никаких многоэтажных гостиниц нету. Вот, страна, грубо говоря, одноэтажная, и в этом кайф. Но спрос, ну, как бы большой, прям на аренду большой спрос, но нет предложений в этом смысле. Вот. И мы считали сроки окупаемости, это, конечно, ну, все эти сроки окупаемости, это ну, попытка заглянуть в будущее, я никогда ничего не обещал бы в этом, ну, разрезе, да, как другие застройщики, но при самом худшем сценарии, по моим расчетам, у нас окупаемость за 6 лет. Ну, это прям самый херовый сценарий, честно. Вот. Ну, уникальные природные достопримечательности рассказывать не буду, наверное, в то же время. Тратить все наслышаны, знаете. Нетронутая просто природа, деревня субтропическая. А концепция экопоселка, экоархитектуры. У нас капитальные монолитные здания, срок эксплуатации которых более 150 лет, зеленые кровли, вот, бетонная плита фундамента, зеленая кровля, 2 стены практически все стеклянные, чтобы ничто не ограничивало вид, и человек не чувствовал себя как в коробке, как в квартире какой-то, да. С территории открывается вид или в лес, или на горы, заснеженные шапки вершин гор, либо на речку. Летом речка такая прям пересыхает, конечно, но у нас планируется нашей концепцией, проектом свой большой бассейн. Вот, и в этом плане мы вообще независимы будем. Штормит море, не штормит. Всегда есть где покупаться, в баньку сходить. Вот. В кафе покушать, управляющая компания, административное здание, да, передать в управление, сдать, снять. Вот. Костровые посидеть перед сном, там, болтать, песенки попеть. Кинотеатр под открытым небом. Вот. Каршеринг, аренда транспорта для ну, поездок туристических. Вот. И уникальное, тихое место. Там, где нет никого посторонних и не будет точно. 10-12 минут езды до аэропорта, берега моря и горячих источников в Кинге. Вот. Центральным, центральное место занимают в нашем поселке именно люди. Будет ну, ненавязчивый, неафишируемый отбор людей. Сейчас тоже все рассказывать не буду, но упор делается на то, чтобы создать поддерживающее, развитое сообщество осознанных людей. Вот. Ну, тоже эту тему индивидуально раскрою каждому, потому что, ну, такая щепетильная, это ведь не может выглядеть как фейс-контроль в каком-нибудь клубе. Вот. Должно быть все понятно, экологично. Вот. Вот такая вот философия пространства. Рядышком, кстати, храм 6 века действующий. Буквально там километр, может быть, да? 10 минут ходьбы. Шикарнейший. Постоянно там проезжаю, захожу. Вот. На 9 гектарах, у нас 3 гектара это холм. Вот. С рощей эвкалиптов. И 6 гектаров у нас занимает равнина, которая простирается вдоль речки. В холм у нас будут встроены большие дома по 143 метра. Они прямо встроены в холм. Вот. И ниже рендера тоже увидите, посмотрите. И 6 гектаров у нас занимают 1-2-комнатные дома и инфраструктура вся. Однокомнатные у нас 62 метра с террасой, 92 метра у нас с террасой двухкомнатные, и вот 143 метра трехкомнатные. Земля имеет статус населенного пункта, то есть это земли населенных пунктов. Там мусор, инфраструктура, все это предоставляется. Вот, но, опять же,
мы не хотим зависеть от предоставляемых электрических мощностей. Вот, и в проект заложены солнечные панели, аккумуляторы, и все это зациклено в общую сеть для полной энергоэффективности. Вот. Назначение земли санаторно-курортное позволяет строить и сразу регистрировать нежилые здания. Нежилые здания для ведения коммерции. Вот. По законам Абхазии жилые здания, не граждане покупать не могут, могут только нежилые. Поэтому мы строим нежилые и продаем вам по паспорту просто. Далее, после того, как стали собственником нежилого здания на земельном участке, в администрации пишется заявление, и на вас, к вам переходит в соответствии с статьями Гражданского и Земельного кодекса право пользования бессрочного этой землей. Вот. Все статьи тоже я, в личку скину, кому будет интересно. Вот. У нас однокомнатные, двух- и трехкомнатные виллы стоят 7200, 9600 и 15 миллионов. Вот. Отделка White Box. Те, кто до 1 августа забронирует себе виллу и внесет незначительную предоплату, цена за однокомнатную виллу будет 6500. Вот. По двухкомнатной сейчас не хочу переключаться по памяти, не могу сейчас вспомнить, но там тоже будет скидка и за двух, и за трехкомнатную. Вот. В эту стоимость включена канализация, электричество, водопровод, кровля, фундамент, стены, окна, дверь входная и стены под покраску внутри. Вот, соответственно, также все дома участвуют в инфраструктуре комплекса. Вот, есть асфальт, тротуар, вот, с двух сторон. Вот такая вот у нас однокомнатная вилла с навесом под автомобиль. Вот. Вот так вот. Посмотрите внимательно на паузу, когда поставите, там записи пересматривать будете. Вот такая у нас двухкомнатная вилла. Кстати, штукатурка стен будет в стиле мазанки, неровная штукатурка. Вот, это тоже тренд, это тоже то, что позволяет смотреть и не напрягаться. Мы все устали от параллелей и перпендикулярных линий этих в наших квартирах, в наших домах. Вот. Вот эти все параллельные перпендикулярные линии — это то, что заставляет тебе самому подстраиваться под окружающее. А вот эти все неровности, да, что мы видим в парных, неровная доска, что мы видим в какой-то архитектуре, это то, что позволяет не напрягаться и чувствовать себя свободным. Поэтому в концепции нашего поселка учтены даже такие маленькие нюансы, маленькие детали. Вот. На территории всего поселка будет сад. В смету включены фруктовые деревья. Вот. А высадка будет также организована управляющей компанией. Вот такая у нас трехкомнатная вилла. Вот. Она встроена в склон, вокруг будут расти эвкалипты, и с высоты будет очень шикарный обзор. Их всего, по-моему, 9 штук. Вот. И это мне больше всего самому лично нравится. Вот такие интерьеры. Вот. Интерьеры сейчас дорабатываются, перерабатываются дизайнерами. Дизайнерская студия подготавливает тоже до старта продаж, который у нас будет в конце июля, начале августа. Это все будет подготовлено вам на выбор. Но для принятия решения в ближайшее время это Да, никак. Владимир, еще я хотел, прошу прощения, немножко вставлю. Да, всем привет. Я именно застройщик. Я именно мы конструктивные решения принимаем, проектируем. Да, там есть такие нюансы. Везде все побережье — это сейсмически активные регионы, да, то есть есть сейсмика. Так вот, у нас есть расчет абсолютно... То есть это, во-первых, железобетон. То есть даже если кто-то надумает сдавать, да, то есть... Это не какой-то каркасник, это реально железобетон с просчитанным на все случаи жизни железобетонным монолитным каркасом. То есть если будет какая-то сейсмическая активность, как вы помните, не так давно было в Турции, да, происшествие, целый город там сложился. Так вот, у нас здесь учтено все, трясти может как угодно, все это у нас продумано.
Да, да, совершенно верно. По строителям, Евгений, я думаю, чуть позже скромник представится, какой опыт, что делал. А, в общем, ну, в команде лучшие проектировщики в стране, лучшие строители. Вот. И команда, кто будет заниматься продажами, это крупные сетевые агентства недвижимости. Не все как бы сейчас смогли подключиться, потому что эфир, ну, на скорую руку сделан. Вот, но продавать, в принципе, нас будут все. Вот, интерьеры на выбор будут другие, но это не столь принципиально и важно, да, сейчас, потому как для того, чтобы принять какие-то решения в ближайшее время, мы сейчас выставляем цены на отделку White Box. Вот такие вот образы поселка. Они сгенерированы ИИ, но четко в соответствии с нашим генпланом. Генплан тоже сейчас доделывается, да, и будет возможность в ближайшее время, что на компьютере, что на телефоне, если телефон, конечно, потянет, потому что проект будет занимать где-то гигабайта 3-4, наверное. Вот, прогуляться в очках виртуальной реальности и прям прогуляться в реальность по этому поселку, заглянуть в дом, пройтись по тротуарам вдоль речки, на холм, встать, посмотреть, какие виды, где что как. Вот, ну, уровень подготовки очень высокий, в общем. Вот такие общественные пространства, банный комплекс будет рядом с бассейном недалеко от речки, да, костровые, кинотеатр, спортплощадка, волейбольная площадка рядом с бассейном тоже. Вот. Как купить? По оформлению документов. Все оформляется по паспорту гражданина РФ, собственность. На руках у покупателя будет свидетельство о праве собственности на нежилое здание и госакт на землю на право постоянного бессрочного пользования. Выбор участка, подписание договора купли-продажи будущей вещи. Так как здесь законодательство, ну, только идет вслед за российским, да, у нас есть только такие способы, ну, проведения сделки. Наша ООО зарегистрирована в Абхазии. Сейчас получает документы на перевод земли и получает разрешение на строительство. Соответственно, покупатель вносит часть денег на российское ИП, часть денег вносит на абхазское ООО. Ну, вносится это все в рассрочку. Первый платеж порядка 30% от общей суммы. Здесь вы уже бронируете свой собственный участок. Это то, чем мы сами можем распоряжаться, да? Это уже наше, ну, как бы, владение. И то, что мы заливаем фундамент. Это первый платеж. Второй платеж, мы загоняем дом под крышу. Все, второй платеж, мы дом под крышей уже, да, мы уже оформляем право собственности, вы приезжаете, мы его на вас оформляем. Все, в принципе, как бы, ну, сделка завершена. Вот, и заключается договор доверительного управления и охраны имущества. Ну, то есть заключается договор с управляющей компанией, принимаются правила нахождения поселка, ну, в поселке, да, вот, ну, для того, чтобы там был порядок, ну, на долгосрочной основе. Вот, и это всем важно, на самом деле. Вот, самые частые возражения, да, по Абхазии. Безопасно ли тут? Я искал информацию, запрашивал через ИИ, через официальные сайты. На самом деле, если бы вот Абхазия была российским регионом, то она занимала бы 12 место из всех российских регионов, их больше 100, вот, по уровню безопасности. То есть, ну, это очень круто. А, То, что происходит здесь и почему это все так раздувается, да, когда происходит, там, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, все то же самое происходит и во всей России, но здесь традиционно борются Сочи, Геленджики, Крым и все остальные, да, за туриста. И когда начинается какой-то шум про Абхазию, ну, абхазцы просто как... Так. Что там, все нормально? У меня что-то сбилось как будто бы. Это слетело что-то. Демонстрация слетела. Так, демонстрация экрана слетела, да, сейчас поправим. Так, вот сейчас видно? Пока нет. Так, сейчас. Все. Все, видно? Да, да, отлично. Вот, смотрите, абхазцы еще, в общем, ну, типа, как бы им
не торопятся опровергать. Это же круто. Мы тут такие крутые, там, туда-сюда. Вот. Но сейчас уже как-то сообразили, что, не надо понтоваться, надо как бы деньги зарабатывать. Вот, со всех сторон, то есть адекватность сейчас присутствует. Вот, поэтому, да, здесь, как в провинции, как в российской провинции, вот, не так, как в городе под видеокамерами все и так далее. Но в целом, честно, ощущение нахождения здесь гораздо более приятное, чем в любом городе. Вот, плотность населения меньше, уровень социальной дистанции ближе. Люди не ограждаются от людей. Спокойно походят друг к другу в гости, разговаривают, общаются по-доброму. Я вот сейчас у армянской семьи снимаю дом. Просто потрясающие люди. Постоянно там огурчиков свежих принесут там со своей грядочки, да, какие-то фруктики, вот, какие-то фихуа, компот принесут, посидим, кофе попьем, угощают, общаемся. В гости к ним ходил недавно. Просто другой мир, в котором просто приятно находиться. Как минимум, приезжать, отдыхать, как бы, да. Ну, и если у кого-то есть возможность просто переехать, я точно здесь находился бы, половину года точно. Вот, лично мое ощущение. Вот. По юридической частоте я уже, в принципе, рассказал, да, полностью легальное оформление по абхазскому законодательству. А, Здесь, кому надо, в личку скину все статьи. Ну, то есть вот эта последовательность, да, трек-лист прям. Делаем это, статья такая-то, делаем это, статья такая-то, делаем это, статья такая-то. Вот, международное признание. Да, здесь есть такое возражение, да, что типа, непризнанная страна, то сюда придут, заберут и так далее. Ну, я вас хотел немножко обратить внимание на то, что здесь 90% граждан Абхазии это граждане России. Вот, Подожди, всего... у нас что, Крым признан? Продается-то неплохо Крым. Да, Крым тоже, кстати, не признан, но а, да, кто признал у себя в уме этот Крым в 2014-2015 году, съездил, купил, уже X10 получил, X15. Вот, так. Так, 5 стран признали, Россия признала, вот как бы, никаких проблем в этом я не вижу. Так, инфраструктура и гарантии. Все коммуникации просчитаны, включены в смету, и застройщик Жень себе чуть позже расскажет. Так, какие у нас? У нас есть виртуальные туры, да, дополнительные плюшки. То есть это удобно покупать, удобно продавать, если вы партнер, если вы клиент. Очень удобно получить файл или прийти в офис к партнеру, посмотреть вот этот современный образ в 3D формате всего поселка, оглядеться и, грубо говоря, там нет необходимости сюда приезжать, гулять по этому полю. Вот все съемки с квадрокоптера, там с VR-тур, все это есть. Вот. Как бы без излишеств, но все, что необходимо, на мой взгляд. Вот. Если вы партнер, то можно зарабатывать до 5% от суммы каждого перевода. Грубо говоря, первый перевод сделали, нам зачислили, мы его запустили в работу, вашу часть перевели. И также с каждого транша можно зарабатывать. Если вы наш клиент, да, и, естественно, вы заинтересованы в создании, офигенного комьюнити, вот этого, да, окружения, потому что это самое ценное, на мой взгляд, то, что делает наше внутреннее состояние, то, что или улучшает его, или подавляет наше внутреннее состояние. Это окружение. Вот, мы выплачиваем либо реферальное вознаграждение, либо делаем скидку на стройку. За каждый дополнительно проданный с вашей помощью домик, там 3% делаем скидочку. В общем, так, потенциал аренды, да, сумасшедший, на самом деле, повторюсь. И еще раз повторюсь, потенциал аренды прямо сумасшедший. Аэропорт открыли, его непрерывно развивают. Я вот постоянно езжу там, да, мимо купаться. Вот, и постоянно строят, расширяют. Скоро широкофюзеляжные. Он вообще международного уровня аэропорт. Вот, скоро начнут летать просто десятками самолеты. Десятками в час. Вот. И это не только будет Российская Федерация. И еще не в этом, в следующем году или через 1,5 года закроют Сочинский аэропорт на реконструкцию. Я это тоже точно знаю уже как бы со всех утюгов, прям из администрации и так далее. И поэтому сейчас соединяют Сочи железнодорожным сообщением, сочинский вот этот аэропорт, соединяют ЖД вокзал, Сочинский аэропорт с аэропортом Абхазии для того, чтобы
пускать сюда самолеты, а потом отправлять в Сочи, кто изначально хотел лететь в Сочи. Вы представляете, какой сумасшедший вал людей? Это сейчас мы говорим про там сотни тысяч, да? В настоящий момент это сотни тысяч а, туристов именно на Восточную Абхазию. Не Гагра, не Пицунда, а именно вот эта дикая Восточная Абхазия, где Кадорское ущелье, где водопад Великан самый большой, где самая глубокая в мире пещера, где рафтинг по рекам, где прогулки на лошадях, где чистейшее море. Вот. Здесь сумасшедший потенциал аренды. Нету никого. Вот мы первые, одни из первых. И мы одни из первых, да, в первом проекте. И у нас следующий проект еще зарождается потихонечку. Вот, через года два, ну, наверное, да, это будет уже другая концепция. Вот, ну, об этом тоже рано пока говорить. Вот, ну, это прям всерьез и надолго. Ну и про создание комьюнити, да. У меня есть моя сильная сторона. Я умею создавать. И умею создавать окружение. Вот. Здесь будет применяться определенная технология. И плюс это, ну, и лично у меня это встроенное, да. Умею создавать поддерживающее классное окружение, которое тянет вверх. Вот. Почему партнерам это выгодно? Высокий доход. Ну, тут не все партнеры, наверное, да. Эксклюзивный продукт. Тут конкуренции нет. То есть нет такого, понимаете, что вот мы продаем Крым, а все продают Крым. И когда, кстати, с крымчанами, кстати, разговаривал, с риэлторами с Крыма, разговаривал, что с продажами прям все худо. Что-то, ну, в Крым, ну, он реально перегретый. Ну, согласитесь, вот сейчас 250-350 за квадратный метр, да? Это там 12, 15, 18-этажное здание, где, опять же, просто как, ну, рыба, как килька в банке люди. Вот. А у нас одноэтажность, простор, отсутствие заборов, взгляд, и видишь горы, рядышком 10 минут море. Плотность, вот в плотность, да, на 1 гектар, на 1 гектар. В общем, не помню сейчас по количеству людей, но все вот эти многоэтажные застройки. И наш проект, плотность населения у нас в 4 раза меньше на 1 гектар, нежели вот эти многоэтажные постройки. Есть определенные нормы, когда комфортно. Сами, ну, как бы не мне вас учить, вы сами знаете, как вы себя ощущаете в огромной толпе или в узком комьюнити, где вот только те, с кем вам хорошо. Эксклюзив, ну это точно, это прям эксклюзивный продукт. Готовые инструменты презентации, это у нас видеоролики скоро подготовим, скинем, да, у нас еще, грубо говоря, 3 недельки где-то, ну, 2 недели, да, 2,5 недели до старта продаж. Видеоролики, у нас будет VR-тур по нашему проекту, и будет, ну, будет вся информация, там, рендеры, визуализации, там, все. Вот, пишите в личку тоже, все передадим, поставим в очередь. И честно, вот по тем ценам, которые сейчас мы указываем, я каждому риэлтору, каждому партнеру, каждому нашему рекомендателю, каждому клиенту прям рекомендую заходить, ставить бронь, предзапись, там небольшую сумму переведете, и главное, вы зафиксируете за собой эту цену. Я сам бы купил. Да и я сам купил, и Евгений сам купил, и мы сами там будем жить. Мы создаем то, что нужно нам самим. И там будет точно порядок от начала и до конца. Вот. Эта штука легко будет продаваться. Просто попробуйте разместить, когда, ну, мы вам дадим все эти рендеры в рекламу, ну, увидите, какой спрос. Проведем вместе первые там 3-5 презентаций, дальше будете продавать сами. Вот, 136 вилл. У нас только комиссионных, там, я скажу, а, миллионов на 80, что ли. Вот просто чисто комиссионные вознаграждения. Вот. Кто, ну, голосует сердцем, душой, мозгом, руками за наш проект, А, я, берите. Володя, извини, перебью, не пропустил, что у нас 3 очереди. И вы сами понимаете, как цены будут расти с каждой очередью. Или 4. Ну, постараемся в 3 уложиться. Ну да, первая очередь у нас только 30 там, или 35 вилл. Мы собрали денежки, да, и все, и запустили. Следующая очередь, да, будет дороже. Да. Так. Цены растут, конкуренции нет. Да, я проанализировал, опять же, за последние 5 лет рост цен на дома, на землю. Вот, ну вот цифры, пожалуйста, 300%, 245%. Вот. Ну, такого, что делаем мы, ну, конкуренции не существует. Это, ну, просто уникальный продукт,
который создается от души. Просто вот в потоке. Вот. Это проект, который соединяет настоящее и будущее просто. Вот, делайте скриншоты, вот, вступайте в канал, кто не вступил, да, еще, записывайте мой номер телефона, вот, буду рад со всеми пообщаться в любое адекватное время. Вот, давайте теперь приступим к вашим вопросам. Остановить трансляцию экрана, Да, включить переднюю камеру. ты, наверное, очень подробно рассказал. Совсем ни у кого нет вопросов. Так, если что, нажимайте, да, на микрофончик нажимайте, задавайте вопросы. Да, всем привет. Владимир, я хотела узнать, а ты отправишь сюда в чат информацию, да? В личку, пока в личку. В личку, да? То есть я тебе напишу, и ты в личку отправишь? Да. Угу. Ну, все, в принципе, вопросов, наверное, нет. Ну, так шикарная, вроде бы, да? Да, шикарная презентация, да, очень хочется там с вами жить. Я не думала про Абхазию, но прям понятно, что там будет очень крутое место, и, наверное, этим оно и будет таким притягательным. Мы тоже неспроста про Абхазию подумали, да, потому что хочется где-то жить в тепле, полгода вот этой грязи, снега и прочего просто достает, и где-то хочется как бы, ну, чилить, расслабляться. И начали перебирать все направления, и в тот момент, когда мы выбирали Абхазию, ну, мы посмеялись, типа, где мы будем жить, где мы будем отдыхать. Мы посмеялись, Абхазия, фу, ну, что это такое? Но когда мы начали более глубоко изучать все, что происходит вокруг нас, да, что сейчас происходит на Бали, да, всех там Бали. На Бали. На сказочном Бали. Да. Что происходит вообще вокруг? Ну, как будто бы мы русские никому уже не нужны, да, то есть риск приобрести недвижимость в Испании гораздо опаснее сейчас приобретать недвижимость, нежели в Абхазии, да, и, ну, все попробовали Дубая, да, все уже, ну, понимают, что это такое, да, то есть в общем, либо потеря денег, либо огромные риски. Оказывается, Абхазия из приятного, благоприятного климата оказалась, ну, самым реальным вариантом, а все остальное имеет более большие риски. Какая там погода зимой? Слушай, плюс 20 бывает. То есть это весеннее такое, да? То есть, да, зимы тут там весна, нет, снега. весна переходит в осень, в лето. Весна переходит в лето, а лето переходит в весну. Да, здесь бывает на 2-3 дня, бывает и снежок выпадет, вот. Но это быстро все растаяло, и дальше опять. То есть плохая погода здесь это плюс 10 и дожди. Вот это прям вообще просто тоска зеленая. Но 300 солнечных дней в году. На 23 декабря, в мой день рождения, здесь просто идешь в футболке по пляжу, понимаете? Классно. Просто футболки плюс 20. Еще у меня вопрос по поводу управляющей компании, да, там же будет она создаваться? Потому что конечно. Вот именно для инвесторов. Понятно, что я так понимаю, что Евгений говорил о том, что именно проживать, но я думаю, что, скорее всего, половина поселка будет как инвестпроекты под арендную стратегию. Ну, да, у нас же дети, школы, садики и так далее, и в любом случае надо сдавать. И, ну, то есть это не должно тащить, как бы в любом случае это должно окупаться. И, ну, скажем так, еще тут есть такой интересный фактор, что дешевле и быстрее добраться сейчас будет в Абхазию, нежели к себе в Подмосковье на дачу, да, то есть реально дешевле, быстрее добраться в Абхазию, чем все эти пробки и прочее. И знаете, как в Подмосковье, ну, тоже же был, да, момент, да, все говорили, вот будем сдавать дома, там, ну, были такие проекты, что под сдачу, но ничего не сдается в Подмосковье. Стоят они вот просто колом и не сдаются. И, ну, просто портятся и ветшают. Ну, если, конечно, Абхазию с Подмосковьем сравнить, это просто несравнимое. Это однозначно. Ну, да. А по бюджету-то пока дешевле. Да, по бюджету-то дешевле. По поводу управляющей компании, ну, не было никакого вот у меня лично, никакой идеи кого-то там приглашать. У меня как-то, знаете, вот
Вот, ну, есть у нас застройщик Евгений, я как бы знаю, что он просто боженька в этом. Вот, я знаю, что я умею как бы придумывать, ну, все, что связано с недвижкой, хорошо, красиво, да, ну, я умею создавать комьюнити, я умею, ну, я не знаю, как это объяснить, но просто это работает у меня. Ну, вокруг собираются правильные, интересные люди, которые, ну, от которых хорошо внутри. Вот. И управляйкой, я тоже думаю, мы сами будем заниматься, так как я здесь там как бы буду и жить, и сам буду за это все отвечать, как бы я сам это с Евгением все мы и организуем. Отлично. Да, у нас, знаете как, мы лучшие в России по BIM-моделированию, то есть мы создаем проектные решения со стопроцентной детализацией. Сейчас вот занимаемся реконструкцией храма, я попробую сейчас показать, если у меня получится. Если у меня получится, демонстрацию экрана я запустил, видно, да? И вот видите, мы смоделировали, допустим, храм, и мы сейчас, у нас было вот этот залили шарик, и нам нужно было шарик соединить вот с этим вот каркасом, куда будет непосредственно купол, ну вот нижний шарик вот этот монолитный с куполом надо было соединить. То есть мы моделируем, видите, вот такие вот вещи достаточно детально. Или давайте я покажу вам, как мы проектируем дома. Допустим, вот раз уж мне дали слово, повипендриваться мы любим. Конечно, это Так, же еще в записи будут да, пересматривать. да, так, вот видите, допустим, мы если заходим в дом, еще раз скажу, да, то есть мы реально лучшие в России по детализации проектов и созданию проект-инструкций. И вот видим мы с вами выключатель там или розетку, да, и давайте отдельно посмотрим на всю схему электричества в доме. Просто откроем всю схему электропроводки. И вот видите, она у нас собрана, и, пожалуйста, каждый выключатель, каждая розетка отдельно. Это очень легкий монтаж, это очень простые прозрачные сметы, это стопроцентная детализация. У нас еще есть своя система, мы разработали, где мы связываем по 1С сразу поставщиков, и если где-то что-то подорожало, у нас сразу же это отражается на смете, или где-то что-то подешевело. То есть нет такого, что мы, грубо говоря, там в носу поковырялись и цену за квадратный метр назвали. Нет. У нас детализация со стопроцентной, ну, допустим, отопление, допустим, даже, да, посмотрим. Так, сейчас, минуточку. Так, темнение. Вот видите, даже вот воды в дом, да, вот у нас вот крепление, кран, там датчик, там, да, то есть условно насос. Понимаете, мы не берем что-то откуда-то, да, примерные цифры. Вот блок газобетона, вот один, вот второй, вот кусок утеплителя, да, то есть вот подводка к стиральной машине. И у нас самые четкие детальные сметы, у нас лучшие проекты. То есть в этом проекте мы особенно заморочимся, так как мы там будем жить. И с вами будем каждый день пересекаться с соседями. И лучше ходить с гордо поднятой головой, скажем так. Вот. Так. Все, да? Показал. Ой. Что нужно нажать? Вот. Я все, понтанулся. Так. Володь, у тебя микрофон выключен. У кого еще были вопросики? У меня есть вопрос. Всем привет. Привет, Татьяна. Сейчас я Привет. включу даже видео. Татьяна, тебя не слышно. Я не зависла. Чуть-чуть подзависло, да. Так. Наверное, Интернет лучше да, без камеры лучше, потому что не вывозит интернет. Хорошо. Без камеры как слышно? Слышно? Классная презентация. Благодарю. Татьяна, не слышно. Для социальных. Я задам вопрос. Давай. Давай-ка я тоже отключу. Сделать, чтобы было слышно.
Вопрос в Так, студию. Отключили видео, плохо слышно было. Давай. слышно меня? Да, вот сейчас слышим. Ну, Инвесторов, которые хотят Блин, не слышно. и для своего... а, Татьяна, не у вас слышно. как-то в правилах, да, это отображается, ну, Татьяна, давай, что же знаешь, у тебя, оно делать? постоянно квакает у тебя. Давай прям в последнем посте голосовой запиши, я прослушаю и прямо сейчас отвечу, ладно? А то у тебя, не слышно ничего, все, это квакает. Хорошо. Так, ну что, заканчиваем или есть еще у кого-то вопросики? Раз, ну, два, наверное, нет. 3. 47 минут, красиво уложился, да? Да. Нет, Ладно, клево, клево. всем огромное спасибо, что присутствовали. Это вот первая моя презентация, вот я ее составил, красивую такую, да, проговорил. Я даже когда говорил, не понимал, есть кто-то там или меня Евгений только один слушает. Огромное спасибо, что выделили время, мне очень приятно и ценно. Вот, жду от вас клиентов. Вот, обязательно жду вас потом в гости сюда, вот, в баньку там, в кафешечку, да, и в это просто волшебное место. Всем хорошего вечера и отличной рабочей недели. Пока-пока.